Ну, для чего был создан горнорудный сегмент? Наверное, для того, чтобы развить тот же самый горнорудный сектор. В Казахстане у нас есть все условия для того, чтобы развивать горнорудный сектор. То есть запасы полезных ископаемых, есть маленькая плотность населения. Это означает, что горнорудные компании, когда они приходят разрабатывать те или иные месторождения, они не особо мешают местному населению. Любая компания, которая занимается горной добычей, и под занятием горной добычей подразумевается проведение как геолого-разведочных работ, так и уже если компания находится непосредственно на стадии того, чтобы ввести месторождение в эксплуатацию, может прийти к нам, подать заявку и при условии соблюдения некоторых условий может выйти в листинг. Теперь об условиях. Условия достаточно простые. Мы эти условия не изобретали самостоятельно, ибо мы исходим из того, что зачем изобретать велосипед, когда существуют наилучшие практики в мире, уже доказанные. И мы эти практики взяли. Поэтому требования к компаниям, кандидатам на листинг на Astana International Exchange, они сводятся к следующему. Во-первых, вам необходимо иметь действующую лицензию или на геологоразведку, или на добычу. Это раз. Второе. Обязательно необходимо иметь отчет независимого геолога или то, что по-английски называется Competent Person's Report. Ну, у нас часто очень калькированный перевод используют компетентного лица отчет. Затем необходимо иметь отчет независимого аудитора. И удовлетворив этим требованиям, с высокой долей вероятности компания может быть залистингована в горнорудном сегменте Astana International Exchange. Ну, смотрите, биржа, она призвана свести интересы двух сторон. Интересы компаний, которые хотят развиваться, и интересы инвесторов. При этом нам необходимо соблюсти баланс по защите как интересов инвесторов, так и защите интересов тех компаний, которые хотят развиваться. Поэтому в случае с горнодобывающими компаниями ключевым в защите интересов инвесторов является тот факт, что мы должны дать разумную уверенность инвесторам в том, что запасы полезных ископаемых имеются, они физически имеются, то есть где-то это месторождение, на этом месторождении есть лицензия, и что в недрах земли находятся те полезные ископаемые, которые компания заявила, она хочет добывать или разведывать. То есть, в Казахстане это, конечно, наверняка будут одни из наиболее популярных металлов – это медь и золото. Поэтому для включения в листинг компаниям необходимо обязательно предоставить отчет независимого геолога, то, что очень часто у нас переводится в виде калькированного перевода как отчет компетентного лица, по-английски это Competent Person's Report. Стандарты, по которым эти отчеты выдаются, называются JORC, то есть Joint All Reserves Committee, как он называется в Австралии, или же NI 43101, это уже канадский стандарт, который расшифровывается как National Instrument 43-101. Предоставив эти отчеты, компания доказывает инвесторам то, что запасы полезных ископаемых в земле имеются. Помимо этого, биржа также выдвигает требования о том, чтобы компания, потенциальный эмитент, предоставила проаудированную финансовую отчетность. За чем больший срок, тем лучше. И, естественно, компании необходимо иметь некий достаточный разумный размер оборотного капитала для того, чтобы доказать, что они могут финансировать свою деятельность в течение некоторого достаточно долгого количества времени, скажем так, от полугода до 18 месяцев. Это вот такие вот основные требования, которые выдвигаются. Эти требования, они как в интересах самой компании, так и в интересах защиты инвесторов. Листинг проходит точно так же, точнее говоря, процедура одобрения заявки на включение в листинг Astana International Exchange. Процедура включения в листинг горнодобывающей компании не особо отличается от процедуры включения в листинг любой другой компании. Подается заявка, платится листинговый сбор, заявка или одобряется, или не одобряется, и в случае одобрения акции или облигации горнодобывающей компании включаются в листинг Astana International Exchange и начинают торговаться. Что касается времени, в зависимости от степени компании. Кто-то больше готов, кто-то меньше готов. Я бы назвал, наверное, консервативно минимальный размер времени 3 месяца, максимальный, наверное, в районе 6-8 месяцев. Только рынок покажет, насколько будет востребован или не востребован этот сектор.
Мое глубокое убеждение, что этот сектор будет востребован, потому что мы отошли от централизованной советской системы наращивания и приращивания запасов. Мы подключили рыночные механизмы, которые мы видим работают в других странах с рыночной экономикой. И мне кажется, нет никаких причин, по которым бы эти рыночные механизмы не сработали в Казахстане. Поэтому моя глубокая убежденность заключается в том, что юниорский рынок в Казахстане будет развиваться и будет весьма и весьма успешным.